Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске 31-летняя женщина подозревается в краже денег с банковской карты. О преступлении сообщил мужчина, у которого с банковского счета украли 8 тысяч рублей. Он рассказал, что ранее потерял свой телефон и забыл отключить услугу мобильный банк с утерянной сим-карты. Подозреваемая оказалась 31-летняя уроженка Вилюйского района. Установлено, что подозреваемая, приобретя новую сим-карту, обнаружила, что ей начали поступать СМС-сообщения о движении денег по банковской карте, зарегистрированной на незнакомого человека. Тогда она с помощью услуги «Мобильный банк» перевела 8 тысяч рублей на свой банковский счет, зарегистрированный на мужа. Квартирную кражу раскрыли в Хангаласском Лусе. Пока никого не было дома, злоумышленник вскрыл дверной замок и похитил из дома телевизор, магнитофон, ковер, ведро и тазик. В ходе расследования полицейские установили, что к краже причастен 48-летний сосед с непогашенной судимостью. Похищенные вещи мужчина унес к себе домой. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Похищенное имущество возвращено владелице. На вора возбуждено уголовное дело. Уроженец Мегино-Кангаласского района похитил в Чурапчинском районе генератор, который продал в Татинском районе. Это произошло еще в конце мая. С территории базы одной из строительных организаций был похищен дизельный генератор стоимостью около 50 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили подозреваемого и задержали его в Мегино-Кангаласском районе. Злоумышленником оказался бывший сотрудник предприятия, 29-летний ранее судимый мужчина. Как выяснили сотрудники полиции, похищенное подозреваемый продал в Татинском районе, где временно работал по договору на стройке объекта. После чего он вернулся на родину, где его и задержали полицейские. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. На руководителя эстрадно-фольклорного ансамбля в Нижнеколымском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Он обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве. В период 2017-2018 годов руководитель ансамбля «Седжа» создавал видимость перед Министерством культуры и духовного развития Якутии о функционировании ансамбля. Составлял подложные отчеты о выполнении государственного задания по показу концертов и концертных программ. При этом он также составлял табели учета использования рабочего времени, куда вносил ложные сведения о проработанном времени на себя и других работников, фиктивно трудоустроенных им в ансамбль, которые фактически в нем не работали. Эти документы он оставлял в Центр финансового и экономического обеспечения деятельности учреждений культуры для начисления зарплаты. В результате все они ежемесячно зарплату получали, часть из которой отдавали директору ансамбля. В законную силу вступил приговор за убийство, совершенное в 2002 году в Нижнеколымске. По сообщению прокуратуры региона, в декабре 2002 года подсудимый хотел ограбить женщину, которая на дому продавала алкоголь. Вооружившись пистолетом, заряженным одним патроном, он явился к ней домой. Женщина, которая знала подсудимого, так как он был ее постоянным клиентом, впустила его в квартиру, где мужчина выстрелил ей в голову. Женщина скончалась на месте происшествия, а подсудимый, обыскав комнату квартиры, нашел 50 тысяч рублей и золотые украшения, которые забрал с собой и скрылся. Преступление оставалось нераскрытым на протяжении 14 лет. Суд приговорил мужчину к 9 годам в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей стороны с него взыскан моральный и материальный ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Следующий сюжет о том, как полицейские помогли родиться ребенку в роддоме и не побоялись нарушить все должностные инструкции, чтобы помочь супругам из села Молоково Московской области. Для капитана полиции Василия Рубана и лейтенанта Евгения Тарота этот день ничем не отличался от предыдущих. Правоохранители, как всегда, заступили на пост, проверили маршрутные листы и отправились патрулировать территорию. В селе Молоково остановились на точке дежурства, но не успели об этом доложить, как увидели резко тормозящий автомобиль, из которого выскочил напуганный мужчина. Весь на эмоциях подошел к нам, то есть он не подошел, подбежал. Попросил помощи заставить роженицу в перинатальный центр. Начались схватки, то есть и как бы уже счет шел уже даже не на минуты, не на десятки минут, а на секунды. Этот участок дороги славится постоянными пробками, идти на обгон, разве что по обочине. Поэтому супруг беременной Эллады Мостовой понял, без помощи экстренных служб прямо сейчас, в эту минуту, все может закончиться печально. Доложили дежурному, что будем отступать от правил, то есть как бы скоростной режим будет у нас нарушаться, будем выезжать на встречную полосу. Проезжали под красный сигнал светофора. Скорость движения была где-то 100. Без 5 минут многодетная мать как раз через это время уже и была в перинатальном центре. А еще через 10 родила здорового 4-килограммового Илюшу, который стал третьим долгожданным ребенком в семье Мостовых. А сотрудники полиции его негласными ангелами-хранителями. Как у вас самочувствие? Все хорошо. С вашей помощью. Спасибо большое. Чувствуем ответственность за
маленького Спасибо. Данила. Поэтому и подарки от полицейских ответственные. Детские светоотражающие наклейки для коляски и одежды ребенка, чтобы Илюшку, как ласково называет его капитан полиции, было видно издалека. Я думаю, честно, что мы уже не доедем, то, что рожу в машине. Было, конечно, очень страшно. Муж подошел. Ребята, конечно, сразу приподбежали, пересадили в их машину. И с мигалкой мы поехали. Как в кино. Как в кино, да. Но несмотря на пережитый мамой стресс, Илюша родился очень спокойным ребенком, хорошо спит и вовремя ест. Молодой папа шутит. В той ситуации он будто уже закалился на жизнь вперед, а сирены с мигалками навсегда отложатся в его памяти. Он, когда вырастет, эту историю я ему обязательно расскажу. И, возможно, он после этого выберет даже работу в полиции. Для того, чтобы тоже помогать людям, так же, как и ему помогли, в большей степени появиться на свет. А пока Илюша растет, они продолжают следить за порядком на вверенном им участке в селе Молоково. И хоть такие нештатные ситуации в полицейской практике редкость, но к ним, как показала практика, правоохранители готовы. Ксения Жеребцова, Артур Гавриш и Анастасия Уткина. Новости 360. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.